Россия никогда не выступала арбитром одной из сторон в этом конфликте. Я хотел бы напомнить, что мы поддерживаем прямые и очень откровенные контакты и с представителями властей, и с представителями практически всех групп сирийской оппозиции, и зарубежной, и внутренней, и в том числе вооруженной, за исключением террористических группировок. Тем самым мы демонстрируем свой нейтральный, непредвзятый подход в этом конфликте и готовность содействовать его урегулированию с учетом интересов всех, без исключения сторон. Я еще раз хотел бы подчеркнуть всех, без исключения. Это уже ответ на ваш второй вопрос, разумеется, включая представителей курдов. Изоляция курдов от этого процесса была бы радикальной ошибкой, которая бы была бы не более чем, если хотите, миной замедленного действия, которая бы раз за разом бы детонировала. Поэтому это непременное условие и уже начинающегося, и всего будущего политического процесса в Сирии. Аналогичным образом можно говорить о решении соответствующих конфликтных ситуаций, в которых затронуты интересы курдского населения и в других странах региона. Везде, где курдский вопрос пытаются радикализовать, изолировать, представить в качестве неразрешимой проблемы, эта проблема только деградирует, только ухудшается и приобретает все более и более взрывоопасный характер. Поэтому решение всех проблем всего региона, разумеется, должно выстраиваться с учетом интересов курдского народа.